Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 21 февраля 2020 года. Выпадает карта крысы из колоды Ленорман. Карта вот в традиционном значении говорит о потерях, говорит о том, что могут нам вредить за нашей спиной. Причем мы обычно выступаем в одиночестве, да, а против нас может быть несколько людей. Также карта говорит о том, что могут быть какие-то сложные времена, может быть какое-то там отчаяние или разочарование. Также карта говорит и о работе в команде. То есть если взять положительное значение из традиционного, да, то это работа в команде, это просто вот работа как труд, такой постоянный труд. Это карта, когда мы какие-то организовываем производственные процессы. И также карта связана с усталостью, с раздражением. Очень много я слышала таких трактовок, что по этим картам говорят о болезни и так далее. Вот с одной стороны это так. Но с другой стороны есть и более глубокая трактовка. То есть вот то, что мы привыкли считать традиционным по этой карте, это все-таки как бы поверхностное толкование. А есть еще более глубокая трактовка. Если мы посмотрим на связь астрологическую, то вот эта карта связана с Ураном и с Сатурном. Сатурн в данном случае как такая суровость, неприступность, одиночество, когда мы должны иметь свои взгляды на жизнь, свои ценности, когда мы самодостаточны, когда у нас есть возможность за себя постоять, когда мы не допускаем вмешательства других людей в нашу жизнь, когда у нас есть, в общем, статус, сила, деньги, когда мы хорошие профессионалы. То есть мы сильные люди, и нам не страшен никто, получается. Да? И вот если мы не соответствуем вот такому состоянию, вот тогда вступает судьба, то есть мы, допустим, уходим от ответственности, мы не хотим развиваться в этом направлении, и вот тогда вступает в силу судьба и начинает нас принуждать к каким-то действиям, чтобы мы думали о себе, больше заботились о собственной безопасности, о деньгах, о карьере, о статусе и так далее. Либо она дает нам такие события, людей, которые показывают наши слабые места. Так вот, обычная вот трактовка, она говорит о том, что вот наши слабые места показывает нам жизнь, да, а это неплохо. Это просто как бы намек на то, чем нам нужно на самом деле заняться. И так вот, этот день проверки, когда мы действительно можем по этому дню определить, правильно ли мы идем, туда ли, развиваемся ли мы, действительно мы делаем достаточно для своего статуса, для того, чтобы зарабатывать достаточно денег, для того, чтобы занимать нормальное место в обществе, иметь какую-то власть, влияние на других людей. И вот по этому дню можно проверить, на верном мы пути или нет. И если что-то происходит, относиться к этому не как к чему-то плохому и неизбежному, а просто как к знакам. Вот в какой сфере, в теме будет проигрываться вот эта карта, ту сферу и нужно поправить. Друзья, желаю прекрасного дня, желаю все использовать себе на благо. Всего вам доброго. До новых встреч.